Ну, это все случайно практически случилось. В детстве я ходил в музыкальную школу по классу скрипки в первую с 6 лет, и 7 подготовительный 1 год был. И потом в первый класс школы и первый класс музыкальной школы. Там 7 лет. А совмещать, ну и не было какого-то желания в художественную школу ходить. А потом в армии встретился с художником Олег Астратов из Оренбурга. Он училище местное там заканчивал в Оренбурге. Стали разговаривать, подружились. У него там, он художником полковым был. У него была мастерская. И вот тогда я увидел первый раз краски профессиональные. Этюдник, мольберт там самодельный. Он помимо того, что оформлял клуб, еще занимался живописью для себя, этюды писал. Ну и вот первая встреча с ним, и пошло тогда. Я думаю, мог и не рисовать. Потому что в институт я поступил на нефтяной, трубопроводы после института. И как началась там химия, физика, началась какая-то тоска, и я в армию ушел. Институт бросил, меня в армию забрали. Ну, может быть, после армии я бы восстановился там, и, может быть, нефтяник каким-то был. После армии захотел работать художником-оформителем. Ну, способности у меня были, в принципе. Художником-оформителем с 77 по 80 год. 3 года проработал. В 80-м поступил на художественно-графический факультет и с отличием окончил его в 85-м с красным дипломом. Несмотря на то, что в институт поступали после училища искусств там, и как минимум после художки. Ну, в союз художников я вступал как график-печатник, афортист. А сейчас я про себя думаю, что я график, работающий живописными материалами, живописной техникой. Не знаю, с чем это связать. Но если помните, в конец 80-х, начало 90-х, там мужские игры про любовь, у меня серии такие были. Там достаточно реалистично, на мой взгляд, рисунок был. Как ни странно, меня с этими работами, с обнаженными мужиками, афортами, и приняли в союз художников. Но у меня лежит книга отзыва с выставки с 89-го, что ли, года в Малом зале Союза художников на Коммунистической. И я иногда беру, читаю книгу отзывов, и все это вызывает улыбки, смех. Как можно это показывать? И описывает то, что я показываю, первая буква и многоточие, и последняя буква. А потом я как-то занялся сухой иглой. Она, вы знаете, это игла, настоящая игла и металл. И нужно царапать. И вот там уж точно ты красиво не нарисуешь. Игла соскакивает, нужно применять физические усилия. А если большой лист, там надо еще барбу делать толстую. И оттуда, что ли, вот это вот нервные движения руки, которые мне понравились, и я начал применять вот этот рисунок, пунктирный, иногда режущий, идущий не совсем по задуманному. Сопротивление материала оказывает влияние на это, и это стал применять в живописи. Вот этот корявый рисунок, я понял, что это мое. В начале 2000-х я вообще в абстракцию уходил. После того, как чуть ласты не склеил, заболев мышиной лихорадкой в 99-м году. И после этого, вот как-то, когда выздоровел, почему-то начал заниматься абстракцией. Почему-то мне это нужно было тогда. А потом опять вышел на фигуратив. Хотя многие говорят, что это не фигуратив. Я думаю, что если видно фигуру, если видно хвост, руку, нос, значит, это и фигуратив. Когда не идет сюжет, когда не идет холст, просто садишься, что-нибудь читаешь. И что-то начинает просыпаться. И я не знаю, откуда берется это. Вот был он чистый, а потом через полчаса там что-то появилось. На следующий день приходишь, крутишь холст вокруг своей оси и находишь какие-то пятна, которые дают тебе возможность идти дальше. Насыщаешь дальше, и
начинаешь рисовать, и вырисовываются фигуры, а потом вырисовывается и смысл какой-то из этих фигур. Материал заставляет идти за собой. Это не я первый придумал. Просто надо сложно начать работать с материалом. Словами объяснить то, что нарисовано, сложно и не надо, наверное. Да. То же сочетание всего. Во-первых, размеры, во-вторых, там, фактура, пятна, они ведут за собой к определенному образу. А начинаешь раскрывать рот и что-то говорить, и все это как-то обесценивается, все это уплощается, приземляется. Поэтому про сюжет лучше. Ну, по крайней мере, у меня это не получается рассказывать про сюжет, про свои. Это все сказки, которые я сам придумываю. Для себя? И для вас, может быть, если они вам понравятся. Ну, даже если не понравится, все равно это уже не просто так. Ну, это мы же, те же самые животные. Только на 4 лапах. Говорят, они не умеют думать, и кто-то доказывает обратное. Они больше похожи на нас, чем мы думаем. Не важно, что рисовать, главное, как это делать. Рисуешь фигуру, она может быть и человеком, она может и животным стать. В общем-то, надо сделать композицию, сгармонировать пятна, линии, движение больших масс. Ну, каждый художник для себя что-то новое ищет, может быть, найдет, может быть, подойдет близко к чему-то, к какому-то открытию. Ну, я слежу за, наверное, человек 5-10, которые мне интересны. За их творчеством я слежу. Ну, видно, что сильные стороны, слабые стороны этих людей. Ну, говорить, учить, направлять куда-то я не имею права. Просто мне интересно их творчество. Эти люди, они уже и не молодые, собственно, им уже к 40, а мы все считаем их молодыми. А вообще, конечно, мало художников. Для нашего города мало. И много уезжают. Мне кажется, в 90-х годах больше было художников, вообще участвующих на выставках. Более прагматичный век, что ли, более прагматичное время. В институте, в училище 90%, даже 95% девочек учатся. А когда мы учились, 50 на 50 где-то был. И все-таки, когда 50 на 50, тут мальчики и девочки, создается какая-то атмосфера, которая заставляет и выделяться на каком-то фоне, конкуренция какая-то появляется. И это толкает к продвижению в творчестве. И, конечно, совместить очень сложно. Раньше же ты приходил в мастерскую в 9, в 10 утра, и целый день, собственно говоря, целенаправленно занимался своим делом. А тут целый день ты занимаешься уже другим делом, которое отбирает много энергии. И вечером, если придешь в мастерскую, ты уже выжатый лимон, уже невозможно ничего делать. Просто какие-то жалкие попытки там что-то нанести. Все равно надо полдня провести, по крайней мере, это у меня так. С утра приходишь, настраиваешь себя, и часа в 3-4 вот только начинается процесс какой-то. Производительный процесс. А до этого все подготовительное. Только суббота-воскресенье. А летом много других занятий в субботу-воскресенье. Зима – вот самое плодотворное время для меня. 2 дня в неделю.